В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В этом году в сентябре состоятся выборы главы региона, депутатов Государственное собрание Илтумен, Якутскую городскую думу, глав и депутатов органов местного самоуправления. Сегодня гость в нашей студии Виктор Губарев, первый секретарь Якутского регионального отделения КПРФ, член Центрального комитета КПРФ, заместитель председателя Государственного собрания Илтумен. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. КПРФ – одна из 3 российских партий, участвовавших в выборах депутатов Госдумы всех 8 созывов. И одна из 2 партий, наряду с ЛДПР, всегда проходивших в Нижнюю палату парламента по итогам голосования. Лучший результат КПРФ на выборах. Расскажите про это. В прошлом году Компартия Российской Федерации, в том числе и наше региональное отделение, участвовали в выборах депутатов Государственной Думы. За нашу программу КПРФ по нашему избирательному округу, где вместе с Иркутской областью Магаданом, мы за Компартию в Якутии проголосовало 119 тысяч избирателей. Это больше, чем Единая Россия. Единая Россия 116 тысяч. И все остальные там намного меньше. И вы проголосовали за нашу кандидата по одномандатному округу. То есть все результаты очень высокие. И очень большое доверие. Мы не просто это восприняли как, значит, хлопанье в ладоши, а как большую ответственность. И все эти годы, как и раньше, продолжаем работать над той программой, над проблемами, которые интересуют большинство. А главное, у нас в программе написано: социализм, народовластие. Это не капитализм, не капиталистический способ производства, который сегодня сделал бедными и, значит, бедными, 160 тысяч бедных в Якутии. Это живущих ниже прожиточного минимума. И обогатил 100 олигархов, так, самые богатые люди, которые владеют 80% собственности. Несправедливо, и так не будет. Так невозможно. Поэтому одна из целей нашей программы и на выборах, и всегда это было, национализация минерально-сырьевой базы. Природные ресурсы, как и записано в Конституции, должны служить своему народу. Якутия – последняя кладовая мира, где все имеется, все. И в то же время такой низкий уровень жизни. По уровню жизни в республике мы занимаем, где-то после 70-го в субъектах федерации мест. Поэтому вот это в программе. И то, что там мы рядом с ЛДПР или где-то, это мы никогда не сравниваем. Поэтому и на этих выборах с четкой программой, которая у нас есть. Это вот программа у нас, которая была 10 шагов к власти народа, сейчас 20 шагов к возрождению России. Это наша программа «Сильная Якутия», «Сильная Россия». И здесь понятны вопросы. И мы надеемся, не то что надеемся, другого выхода нет. Но еще несколько слов. Мы понимаем значение этих выборов. Избирается глава республики Илдархан. Избирается высший законодательный орган Государственное собрание. Избираются районные советы. Более 450 депутатов районных советов. Депутаты поселений, муниципальные органы власти, 9 глав районов только. Почти 600 тысяч избирателей будет избрано депутатов. Но мы понимаем, что сегодня выборы проходят 10 сентября, один день голосования. Неоднократно Компартия говорила и вносила предложение выборы перенести на март или на декабрь. Мы с вами как-то удивленно смотрим. Почему? А потому что лето, пора отпусков. Это северный завоз, это подготовка к зиме, это подготовка к посевной, это работа урожая, это, значит, огромный комплекс работы в сельском хозяйстве, и на реке, и на море. И в этот период проводить выборы, агитацию сейчас, но какая необходимость и какая сложность перенести на декабрь или на март? Спокойно, весна, или то, что уже сделали. Но это, выгодно. Выгодно, потому что сегодня убрали в законе о выборах, убрали явку. Как можно говорить о
волеизъявления народа, если у нас до 50% явка в республике. Около 700 тысяч избирателей, приходит менее 350. Это тогда, ну вот, например, главу администрации Мирного, Нерюнгри, пришло голосовать, по-моему, менее 30%. Поэтому здесь нужно перенести. Но не идет власть на это. Потом выгодно, наверное. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, учитываем то, что сегодня выборы проходят в условиях войны. Идет война, которую объявил Запад, коллективный Запад, неофашисты и бандеровцы. Они конкретно же поставили задачу, не скрывают, на уничтожение русского мира, на уничтожение России как государства. 50 стран сегодня воюет. И мы, конечно, должны, те, кто участвует в выборной кампании, должны понимать и ответственность, не устраивать соревнования, значит, толстых кошельков или финансовых ресурсов, а дать возможность волеизъявления не принуждать избирателей, выдвигать наиболее авторитетных, наиболее честных, наиболее мужественных людей. И Геннадий Андреевич неоднократно об этом говорил. Сейчас, когда выступили с заявлением, и наша партия, Геннадий Андреевич это озвучил, что мы, значит, очень осудили шантаж, мятеж, который был объявлен руководителями Вагнера. И, значит, нужно, конечно, принимать меры и выводы. А выводы такие, безусловно, должна быть решительность, воля. Но в то же время и должен быть в обществе контроль, народный контроль за государственным управлением в том числе. И коммерческие структуры не должны участвовать в военных действиях самостоятельно, безусловно. Поэтому и вопросы сегодня здесь мы должны чувствовать. Народ очень откликнулся на оказание помощи всем военнослужащим, всем, кто принимает боевое участие на Донбассе, на фронте. Все делает для этого, гуманитарную помощь, и добровольцы идут. И все, что мы в Якутии знаем, вообще-то мы с 2014 года оказываем гуманитарную помощь Донбассу и Донецку. Я в 2014 году, уже в декабре, был в кабинете у Захарченко. И мы уже привезли первую гуманитарную помощь и так далее. Поэтому и здесь должна быть очень большая ответственность в том, чтобы народ... Нельзя сегодня заигрывать с народом и эти вот выборы устраивать, какие-то значит, игры. И непонятно, что 17 законопроектов, которые внесены, сейчас вносятся в законы о выборах разного уровня, они вообще-то сворачивают демократические нормы выборов. Ну, первое. Явка, мы уже сказали, отменяется. Не нужна явка. Пришел один человек, и выборы состоятся. Иногда вот есть примеры, менее 10% пришли где-то в населенном пункте и избрали руководителя. Голосование против всех – это тоже избиратель. Тоже из закона убрали. Нормы, которые связаны с контролем за выборами. Практически каждый кандидат, который был выдвинут, и от Компартии в том числе, имел право назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решать, с правом совещательного голоса. Сейчас это право убрали, он не имеет права. Поэтому большинство сегодня представителей «Единой России» в избирательных, в участковых комиссиях, территориальных комиссиях, как правило, это работники бюджетной сферы. Я никого не хочу, значит, обидеть, но бюджетная сфера сегодня совершенно зависит от власти, которая им зарплату прибавляет и так далее. Следующий – наблюдатель. Практически утрачен контроль. Наблюдатель, раньше мы любого могли из другого даже населенного пункта приехать и здесь, там, в селе или в районе быть наблюдателем. Сегодня нет, только проживающие на этой территории. И более того, значит, ограничено возможности, кого мы захотели наблюдателем, там ограничения пошли очень большие. Практически контроль со стороны наблюдателей, вот, со стороны участковых комиссий убрали,
Со стороны наблюдателей практически убрали. За 10 дней нужно представить документы для того, чтобы он был, значит, допущен как наблюдатель. Готовится голосование, как можно, голосование по электронное голосование. Это электронное голосование по интернету. В Германии запрещено электронное голосование. Я не люблю проводить пример Германию, Америку, но во всяком случае о выборах там электронное голосование запрещено. Считать недемократическим способом. У нас, пожалуйста, в течение электронного голосования и расходятся итоги голосования, те, которые имеют, значит, мы при наблюдении, электронное голосование, оно очень часто расходится. Трехдневное голосование вводится. Это тоже антизаконно. Это неправильно, но тем не менее принимается закон. Следующий вопрос – это вопросы, связанные с контролем на избирательных участках. На предыдущих выборах было на видеокамеры истрачено 47 миллиардов рублей. Сегодня это 100 тысяч камер было. Сейчас их устраняют. Более того, ввели раньше в законодательстве, всегда было. В списке за 2-3 недели представляются избиратели, открываются агитационные пункты, туда человек может прийти, увидеть свой список, проверить свои фамилии. Сегодня бюллетени и списки избирательные приравниваются к служебной документации. Поэтому к открытому доступу не допускается вообще нарушение конституционное. Я не могу узнать, значит, проверить свой список, свои данные, свои нарушения. Ну и много такого вот на грани нарушения. Ну что такое вот Единая Россия, это не конституционное, они праймериз уже провели. Это же голосование. Это полноценное голосование. Они призывали людей, затратили деньги большие. И я допускаю, что не обошлось это от государственных возможностей, административного ресурса. Они провели голосование. И сегодня, значит, некоторые избиратели чувствуют, что он уже отдал свой голос и не может его изменить. Вот это тоже присутствует. Поэтому нет. Вот в этот период, я еще раз, с чего начали мы говорить, в условиях войны, в условиях тяжелейшего испытания для страны, должны быть выборы превратиться не в систему, еще раз, соперничества, как в спорте, а очень сознательно. Должны быть дебаты, обязательно дебаты между и на главу республики, и между депутатами, руководителями фракций. Должны быть проводиться лекции сегодня вообще-то, что за выборы. У нас в населенных пунктах не знают даже некоторые. Поэтому и в то же время партия сегодня обращает внимание. В этот период надо решать самые основные вопросы. Бедность. Ну, не может быть, что мы... Мы с вами полностью согласны, Виктор Николаевич. Хочется пояснить, что, конечно же, у нас были заготовлены вопросы, но вы так плавно перетекали в своих ответах, что я даже не успевала их задать, но вы ответили на них все. Я вам благодарю, что вы пришли. Желаю удачи на выборах. Спасибо вам большое. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.